Колькі разоў ты чытаеш ёй гэтую казку? Руки! Я не могу пачаць пісаць, пакуль існуе вось гэтае вось смецце, пакуль існуе вось гэтая брыда! Ну ты ж ведаеш, гэта яе любімая. Ты хочешь из-за этой вот мазни умереть? А за што ты гатовы памерці? Забей меня! О, не. Мы мирные люди. Руки выше! Стоп! Туда иди! Руки за спину! За спину! Голову вниз! Ниже, блин! Вот так, стоим, ждем. Не ожидал. Думал, не царское это дело. Я вучыў гісторыю Беларусі. И что? Чуў пра такога князя Войшалка. Ён быў такі засмучаны, калі раз у дзень каму-небудзь не ламаў руки, ногі, пасадзіць на кол. Больно умный. Это только разминка. Камеру поставь. Держи. Я без окуляра, я не бачу, что тут. То, что ты мой бывший стипендиант и лауреат моей самой главной премии, раскаиваешься в своей подрывной террористической деятельности и так далее и тому подобное. У нас на телевидении такие ролики каждый день крутят. Текст знаешь. А коли я скажу «не», тогда живой отсюда не выйдешь. Хаім, у цябе, як заўсёды, непарадак. Ты не пачаў мяне пісаць? Ты же абяцаў. Я счастливый. Я таки счастливый, что ты раптовно до меня приехала. У меня от счастья аж руки трусятся. За что мне взяться? За что? И яны не дают. Хто? Ніхто. А что? Я не могу пачаць пісаць, пакуль існуе вось гэтае вось смецце. Пачаць пісаць нешта новае, нешта чыстае, святое, пакуль існуе вось гэтая брыда! Ты павінен пачаць сёння. Сёння. Не, я вельмі стаміўся. Калі я адмоўлюся? Тады я цябе не выпушчу. А навошта адсюль кудысьці выходзіць? Лепш нарадзіцца тут, у самым цэнтры Еўропы, дзе пануе спагада, стабільнасць, шчырасць і дабрыня. Тебе, мразь, чего не хватало? Ты 3 года назад во какой мурал забабахал. Ты по всей стране таких муралов наваял и из моих рук свою самую главную премию получил. А сейчас что ты делаешь?
А чому ти не питаєшся, як я вернулася у Париж, як тебе знайшла? Ты была завсюду у меня в голове. Так что ты никуда не сходила. Але ж я приїхала И оттуль. это не важно. Главное, что ты знов со мной. Як ти жорстко пишеш. Крыніцаю стыля Суціна было ягонае паходжанне. Габрэй, юдэй з ускраіны Еўропы. Гэта была самота, што ў сям'і, што в новай чужой незнаёмай краіне. Гэта, вераемна, нейкія медыцынскія праблемы, звязаныя не абавязкова з псіхічнымі. Это маглі быць праблемы з вачыма, суставамі. Зараз это... І, конечно, эпоха каласальных зменаў еўрапейскіх трывожных. У Менску мой партрэт пісала Янкль Кругер, і ён, здаецца, быў тваім настаўнікам. Так ён у параўнанні з табой просто... Я не ведаю, про кого ты кажаш. Галоўнае, што адбываецца тут і цяпер. Які ты? Дай мне паглядзець. Сколько раз тебя вызывали, бросали на сутки, делали предупреждения. Ты понимаешь, что я предательство не прощаю? Где ты её ховаешь? А ты, я смотрю, сильно борзый. Сколько они тебе платят? За сколько ты шкура продался? Что ты можешь со мной зрабіць? Усяго толькі забить. А тебе этого мало? Ты у нас такой сильный-сильный стал. Ну, молодец. Заслужил приз. Смотри. Вставай. Вставай, сказал. Стой! 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 До 2012 года у нашым слаўным цэнтры Еўропы не было ніводнай карціны Хаіма Суціна, гэтага аднаго з найбольш яркіх еўрапейскіх мастакоў беларускага паходжання 20 стагоддзя. Першым Белгаспрамбанк набыў пейзаж «Вялікія лугі ў Шартры», а затым ужо і Еву, напісаную мастаком 28 годзе. Да гэтага дня застаецца загадкай, хто пазіраваў Суціну для гэтага партрэта. Сложно сказать о том, кто конкретно изображен на портрете, который мы знаем как картина Сутина «Ева». Евой ее называли еще при жизни Сутина, то есть наверняка девушку действительно так звали. Я могу предположить, что девушка эта была из наших краев. Вот эти глаза, которые смотрят одновременно и на зрителя, и в саму себя. Она же смотрит внутрь себя, Ева. Как будто она спрашивает себя о чем-то, ищет ответ на что-то. И у Евы не зря сложены так руки. Они придают ей какой-то особо независимый и гордый характер. Ева стала символом всего протеста против того, что творится в нашей стране. Сам Сутин, наверное, бы очень удивился, если бы ему сказали не только Ева, а любая, что его любая работа стала каким-то символом. Он был достаточно далек и от политики, и от всего этого. Но я очень надеюсь на то, что если он там где-то за этим наблюдает, что ему это должно быть приятно, что на его родине его работа стала символом обновления. Вось ты якая. Соромно сказать, ніколі не бачила оригіналу. Думаю, поспею. Не поспел. Я не понимаю. Ты хочешь из-за этой вот мазни умереть?
А за что ты готовый померти? Хватит, 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 хватит. Встать! Встать, сука! Встать! Ты смотри. Он сейчас сам как будто из картины этого Сутина. Сучина вышел. Ты смотри, один в один. Сучин создавал свое искусство на полотнах, а я в жизни. У вас гораздо лучше получается. Только вот Европа не ценит. Ты мяне напісаў не так, як іх. У гэтых партрэтах, здаецца, ты ім дагэтуль пераламаў душу, а не толькі рукі і ногі. Это то, что было вокруг меня. А як называется той край? Теперь той край, откуда я утек. Это ж не Российская империя. Ты што? Гэта Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Гэта край бясконцага болю, несправядлівасці, паламаных рук и ног, там ничего николи не изменится. Несколько человек рассказывают о том, что в детстве на Сутина очень большое впечатление, когда он совсем маленький был, произвел случай, когда он увидел, как отрубают голову гусю. Конечно, белый гусь, красная кровь, конечно, на него это оказало, на ребенка, большое впечатление. Говорят о том, что, рассказывая об этом случае, Сутин говорил, что мне хотелось закричать, но крик застыл в моей груди. И вот мои работы – это отчасти желание выдавить из себя этот крик. Ну что, сильный человек, а та девка, которая за тебя заступалась, это твоя баба, да? Провести? Не чапайте я ее. Ну что ты? Я люблю женщин. Знаешь, сколько здесь было всяких актрис, певичек, спортсменок, балерин, журналистов. И всем нравилось. И твоей тоже понравится. А ты посмотри, поучись как надо. Не чапайте ее. Яна... Что? Что, Яна? Она дитя чакає. Хм. А зачем ей ребенок от такого замуденыша, как ты? Ты смотри, какая статная, стройная, темненькая. Просто цыганка. Мне такие нравятся. Ты знаешь, что моей первой любовью была цыганка? Ты хадзіў да яе, хаваючыся ад аднавязкоўцаў. А яна наваражыла табе, якім ты станеш моцным і непераможным. Так. А затым хлопцы цябе высачылі і збілі на горкі яблок. Откуда ты знаешь? Я про это никому не рассказывал. Мы, цыганкі, ўсё ведаем. Так ты у нас ясновидящая? Тогда скажи, что ждет твоего мужа. Ён яшчэ намалюе шмат дзівосных муралаў. Намалюе? Я ему руки перебил. Для сапраўднага мастака гэта не перашкода. Правда? І ты сам будзеш прасіць яго пра гэта. Ты стукнутая. У цябе ж была каханая цыганка. Скажи ты. Сколько ты с ним? 3 гады. Я понял. Это не он.
Это ты его подговорила. И если бы он тебя не встретил, он бы даже не заикнулся идти против меня. Каб ты не сустрэў свою цыганку, то мы не задумаўся аб тым, што можаш кіраваць усім гэтым краем. Какая же ты... Ты знаешь, я хотел проверить его силу. Но с тобой интереснее. Ты вся такая невозмутимая. А если я сделаю так? Ты ўсяго толькі забіў яго цела. Нет, она мне определенно нравится. Ева! Ева, де ж ти? Ну, сховалася у портрет. Ось. Ось ти. Пригожая, чистая, зграбная, чорнявая моя. Ось тепер завсюди будеш со мною. Глядите. Погоди. Это как? Мы же всех сегодня зачистили из этого квартала. Как это возникло? А ты з гэтым нічога не зробіш. Но ведь в квартале никого нет. Хто ведае? А мо гэта ўжо твае людзі малююць? Пранікліся за гэты час мастацтвам Суціна. Издеваешься? Ты думаешь, я тебя не могу? Усяго толькі забіць. І тады заўтра поруч з Евай з'явяцца выявы мая, майго мужа. І гэта не скончыцца ніколі. Срочно оцепи близлежащие кварталы. Всю живущую там мразь арестовать и доставить сюда. Я лично буду каждого допрашивать. Парни уже очень устали. Да и тюрьмы переполнены. А может, это ты отдал своим приказ снова нарисовать эту бабу, а? Что? Нет! Нет! Я ведаю, як вырашыць твою праблему. И как? На месцы Евы трэба намаляваць цябе. І зрабіць такія выявы на кожнай сцяне, кожнага дома. Хто лепш за ўсіх маляваў твае партрэты? Он. Вось хай ён і пачне ўзнаўляць твой светлы вобраз. І павер мне, калі ўсе пабачаць, што той, хто быў самым галоўным тваім праціўнікам, той, хто забрудзіў чыстыя сцены тваёй краіны, гэтай брыдой зноў вярнуўся на праведны шлях, тады ні ў кого не падымецца рука маляваць гэта. Это все, конечно, хорошо. Но ведь я его убил. Или ты, цыганка, умеешь оживлять мертвецов? Я ведаю, хто гэта можа зрабіць. Так что мы слушаем? Давайте зачистим 2-3 квартальчика. Заткнись! Мы же ничего не тираем. И кто может оживить этот мешок с костями? Сапраўднаму мастаку можа вярнуць жыццё толькі сапраўдны мастак. Я могу постараться яго выкликать. Кого? Там среди арестованных есть еще какие-то художники? Я могу выкликать. Да на голову нам дура! Цыц! Мне интересно. Я ж цыганка. А ты ведаешь, что сапраўдная цыганка ды сапраўдны цыган могуць многае. Главное, чтобы было ради чего. Тут ты маешь рацию. Ну хорошо, цыганка. Давай, покажи нам свой спектакль. Но учти, у тебя 10 минут. Если за это время ничего не произойдет, пеняй на себя. Ось яна моя. А куди ж ти від мене утекла? Куди ж ти сховалася? Я тебе повсюди шукав. Евонька моя. Коханенькая. Что он бормочет?
Калі Суцін быў яшчэ юнаком і жыў у Смілавічах, то быў закаханы ў одну цыганку. У цыганку? И она ему тоже напророчила, что он станет знаменитым художником? Вядома. Яна напророчила яму, што ён стане знакамітым мастаком. Ён кінуў ненавісную сям'ю, дзе толькі ведаў, як штодзённы гвалт. І ўцёк вучыцца ў Менск, затым у Вільню, а пасля ў Парыж, дзе ў сярэдзіне 20-х становіцца сапраўднай зоркай мастацкага свету. Эй, что ты делаешь? И она моя! Верни ее на место! Ты мне снилася кожную ночь. А потом раз, и ты стоишь на порозе моей майстэрні. Адкуль, як, чаму, гэта было няважна. Это для тебя было не важно. Я тебе маляваў. Малявал так абандонно. Она моя! Иди разберись! Это что такое? Як што? Пейзажы Суціна заўсёды нагадваюць той момант, калі ўсё баліць, крычыць. І вакол як быццам землятрус адбываецца. І фігуры чалавечыя там заўсёды размазаныя, раздушаныя. Классичный Сутин. Об эстетике пейзажей Хаима Сутина. Прежде всего, конечно же, в памяти возникают пейзажи Серре, где Сутин находился в конце 910-х годов. И действительно очень трудно найти что-то близкое в французской пейзажной живописи того времени по некой нервозности, по особому характеру накладывания масляной краски, там чувствуется постоянно мастихин, потом там чувствуются какие-то срывы кисти. Хаим Сутин это культивирует. Наконец, такие очень нервные, дребезжащие линии, диагональные построения, уходящие вдаль, активность цвета, невероятные соотношения, иногда цветотональные. В этом всем есть колоссальный драматизм. Там вообще не чувствуется вот это блаженство природы юга Франции. И, конечно, вот здесь чувствуется во всем пейзажном творчестве Сутина, чувствуется вот изначальный какой-то архетип трагичности, который, собственно, проходит через все его творчество. Эти пейзажи, они отличаются еще тем, что они одухотворены и они очеловечены. Даже если на них нет, и вообще, как правило, даже если появляются человеческие фигурки, то очень небольшие и какие-то не очень вписывающиеся, скажем, в пейзаж. Или показывающие, наоборот, всю грандиозность пейзажа. Маленькая человеческая фигурка, она увеличивает эту грандиозность. Но и горы, и дома, и особенно деревья на его картинах и этого периода, и гораздо позднее, они, конечно, живые. Слушай, ты, классичный Сутин! Это ты забрал мою Еву! Она не твоя! Это ты забил мастака, який обновлял мою Еву на стенах городов Беларуси! Я никого не убивал! В его крови нашли алкоголь, пить надо меньше! Что? Хочешь свой портрет? Хочешь свой портрет от самого Хаима Сутина? И он каштуе шалёныя грошы, шалёныя. А калі я таких портрэтаў 100 намалюю, колькі грошиков у тебе з'явіцца? Ты не шутишь? А я ніколі не жартую. Ну что, хочешь портрет от Хаима Сутина? Хочу. У гэтым партрэце трэба паказаць, што ты моцны як бык і ахвярны для свайго народа. Это было бы хорошо. И чтобы без пафоса. Будет табе без пафоса. Дамовіліся. Это зачем? Як? Сам казаў. Ты хіба не памятаеш класічнага Суціна сярэдзіны 20-х? Когда в середине 20-х годов Хаим Сутин вернулся с юга Франции в Париж, он поселился на улице Монсен-Готар. Это уже более приличное место. Там была сносная, вполне хорошая мастерская. И вот там как раз возникает эта серия бычьих туш. И надо сказать, что это очень забавно, потому что
Хасутин приобретал эти души. Они начинали у него висеть. Они начинали испускать жуткие запахи. Такое впечатление, что он этим наслаждался. Во всех его натюрмортах, где присутствуют там, забитые кролики, птицы, ну, те же бычьи туши, он стремился показать, как уходит жизнь, вроде бы еще из живого тела. Либо безжизненное тело животного, в котором еще была совсем недавно жизнь, но вот ее уже нет. Его в этом завораживало то, что тайна бытия вообще, да, вот это тело, которое двигалось, которое существовало, там что-то чувствовало, и вдруг жизнь ушла из него. Нет, этого я не хочу. Хочеш? Ти ж сам казав, моцний як бик і сама хвярний. Погляді. Вельми мило. Ему пасує. О, так. Стойте, погодите. Поздно! Поздно. Поздно. Гэта яшчэ толькі пачатак. Я буду маляваць цябе, твои пакуты вечна. Кожная зламаная костка, якую я зараз выпраўлю, у той же мгненне зламаецца у яго. Забі мяне! О, не. Мы мирные люди. Он показывает не гармоничную плоть, не гармоничное тело, как это принято в классическом искусстве. Да? Он показывает тело разлагающееся, тело, испускающее какие-то свои соки, последние соки, разверстое тело. Трудно придумать в искусстве XX века что-либо так радикально противоположное классическому идеалу тела и телесности. А пасля Суцін, ператварыў усю гэту чорную зграю у напаўраздушаных прусакоў, а кіраўніка забіў. І з таго часу усё ў нас добра. Ніхто нікога не арыштоўвае, не збівае, не забівае. Колькі разоў ты читаешь ёй гэтую казку? Ну ты ж ведаеш, гэта яе любімая. Ты не забывай, цябе чакаюць дзяржаўныя справы. Хутка, спадарыня прэзідэнт, будзе першы запіс твайго зварота да нашага народа. І праўда. Ты ж ведаеш, побач з ёй забываеш пра ўсё. А вось гэта твоя праўда. Ты ідзі, а я дачытаю казку. Дачытай. Дзіва, хадзем, тата, дачытай табе казку. Хадзем, вось так. Дары наружкі. Ось. Но я ж казаў, што жыць у цэнтры Еўропы гэта сапраўднае шчасце. Бо менавіта тут, не гледзячы ні на што, могуць здарыцца самыя сапраўдныя цуды. А наперадзе вас чакаюць сустрэчы з новымі героямі лабірынтаў беларускай культуры, у кожнага з якіх свая таямніца.